мысу радости, к скалам печали, к островам ли сиреневых птиц. Все равно, где бы мы не причалили, не поднять нам с тобой ресниц. Желай, не прокрутишь назад от снятой судьбой киноленты. Что правда, то правда. И все, что запечатлено на киноленте твоей судьбы, твое. Ошибки, победы, разочарования, счастье, боль – все твое. И ничего изменить нельзя, вырезать, перемонтировать нельзя. Со временем кадры ленты этой блекнут, местами стираются, но среди миллионов этих кадров есть такие, которые не сотрутся, не поблекнут, не исчезнут, даже если бы ты этого очень захотел. И то, что запечатлено на них, ты будешь помнить всю жизнь, и судить себя, и оправдывать себя, и наказывать будешь, вспоминая их потому, что забыть моменты эти не сможешь. Потому что в моментах этих истина. Михаил Николаевич Пташук. Это один из режиссеров, у кого я снимался, наверное, больше всего. Миша первый, кто пригласил меня с киностудии «Беларусьфильм» в свою группу сниматься в картине «Время выбрало нас». Сценарий мне, честно говоря, не очень понравился. Он мне казался несколько таким конъюнктурным. Вот этот большой человек, очень эмоциональный, очень убедительно и умеющий убедительно убеждать. Он убедил меня сниматься в этом фильме. Знакомство с Михаилом Николаевичем Пташуком. Это знакомство, перешедшее потом в дружбу и в человеческую, и творческую. Не так просто мы привыкали друг к другу, потому что я человек тоже непростой, упрямый подчас бываю на съемочной площадке. Миша тоже большой, эмоциональный, напористый. Вот Миша из тех режиссеров, который не давит, он приглашает к сотрудничеству, он хочет получить от тебя не то, что вот он бы тебе навязал, а то, что ты можешь принести в образ, в характер. Это долгие обсуждения по вечерам существа роли, существа картины вообще. Он выбирал всегда настоящих мастеров, хороших артистов, хорошую драматургию. У него всегда работала высокопрофессиональная съемочная группа. Рядом с ним обычно замечательный был оператор. А Миша умел собирать коллектив. К нему шли, охотно шли, потому что знали, что работа будет интересная, творческая, хотя не легкая. С ним было не так просто, потому что планки он ставил высокие.
Где бы он ни был на съемках, уезжал в Москву или за границу за очередным призом, он всегда помнил о своей родной деревне Федюках. Помнил, как тетка Лиза вырубала сад и как тогда кричала какая-то птица. Он никогда не мог забыть этого. И с годами память все резче, ярче проявляла картины детства. Он знал, для того, чтобы идти вперед, нужно оглянуться назад, потому что там настоящее, истинное, то, что давало возможность работать, подниматься, падать и опять подниматься и идти вперед. Образы детства цепко держали его, и к нему, к своему детству, он относился как к чему-то святому. Наверное, поэтому все свои лучшие фильмы, лучшие кадры он снял там, где родился, где рос, где дом матери. И впоследствии в своей книге «Воспоминания», которую назвал «И жизнь, и слезы», написал: «Я видел свой дом, чувствовал его запах, видел каждую щербинку в стене, прореху в крыше и сад. Никогда не освобожусь от этого ощущения. И, возможно, за последней чертой увижу этот цветущий сад». В маленьком городке Триесте, на границе с Хорватией, итальянцы организовали какой-то кинорынок стран бывшей Восточной Европы. Мы привезли туда картины, они никому не были нужны. Провели в скуке, безделье несколько дней. А рядышком ведь где-то был Рим, Милан, Флоренция и Венеция, очень недалеко. Мы решили с Мишей самостоятельно, без переводчика, съездить все же, посмотреть Венецию. И свернув с шумной, многоголосной улицы, наполненной туристами, какой-то свернули в маленькую такой невзрачную улицу. Оказалось, что там в маленькой церкви был похоронен Тинторетто. Сели напротив в кафе, взяли согреться вино и сели у окна. Он задумался и сказал: ты знаешь, где бы я ни был, в какой-нибудь стране, почему-то я все время вспоминаю свою деревню и свой дом. В малейших деталях, до щербиночки, все всплывает в памяти. Потом сказал, что мне так не удалось снять картину о своем детстве. За окном шел дождь. А потом медленно, постепенно рассказал мне о своем детстве посвященном, безотцовщине, далекой школе, куда он ездил на велосипеде, первых ранах, первых болезненных впечатлениях. Запомнилась фраза, он сказал: «Я вырос среди слез». Потом он написал, с этого он начал свои дневники, которые уже напечатаны в журнале «Нема». Он написал сценарий, который назывался «Ангел-хранитель», где попробовал записать все свои детские впечатления того тяжелого времени. Там очень сложно разобраться, где реальность, где вымысел, это же художественное произведение. Но то, что там отразилось его потаенное, глубинное, что жило в нем всегда, при любых обстоятельствах, это точно. Кино любил
до самозабвения, до боли по несколько раз смотрел один и тот же фильм, засыпая в сельском клубе. Вырос, Москва, театральное Щукинское училище, высшие режиссерские курсы Госкино СССР. Первый фильм про Витю, про Машу и морскую пехоту, первый успех. Потом были «Лесные качели», «Возьму твою боль», «Черный замок», «Ольшанский» и «Знак беды», великий фильм «Вершина», «Наш бронепоезд», «Кооператив Политбюро», «Игра воображения». В августе 44-го «Песня розы». Премьеры, фестивали, призы, награды, премии. Но что бы он ни снимал про войну или про любовь, он всегда помнил одно. Режиссер — это человек, который находится между властью и народом. Будешь угоден властям, тебя приласкают, оценят, надо будет врать. И на лацкан твоего пиджака повесят ордена. Но художником в истинном смысле этого слова ты не будешь никогда, потому что путь художника — это тернистый путь Христа. Это он сказал, Михаил Пташук, и в этом истина. Он заставил нас снимать с первого курса, что вообще нарушало все академические программы, поскольку снимать должны по учебной программе мы должны начать с третьего курса. Да, с третьего курса. Вот. Михаил Николаевич сразу, еще как только набрал группу, он сказал, что в сентябре все приносят свои сценарии, все принесли сценарий, и уже в октябре-ноябре мы начали снимать свои первые работы. Причем замечательно было то, что он, благодаря своему авторитету, помог нам в плане того, что мы работали сразу с профессиональными операторами и с профессиональными актерами. То есть он говорил, что это позволит вам сразу видеть свои ошибки. Вам нельзя будет сбрасывать свои ошибки на то, что плохо работал актер или оператор, потому что они профессионалы. И это действительно на самом деле помогло, и, ну, как он сам говорил, как там, котят в воду он нас бросил, и это дало просто колоссальный опыт потом. Это был просто замечательный педагог, то есть он умел так построить отношения, что и держать дистанцию, и авторитет, и в то же время очень какие-то действительно близкие личные отношения иметь. Потому что мы уже относились к нему не просто как к преподавателю, а действительно как к мастеру, как к человеку, который болеет за нас всей душой. Вот. Он всегда радовался нашим работам, вот, и переживал, и радовался, улыбался как ребенок. И даже гордился нашими ошибками, потому что он знал, что в следующий раз мы их не допустим. И, то есть для нас это был большой праздник, идти на занятия. Хотя у нас 3 раза в неделю по 6 часов оно длилось, вот иногда мы даже с 10 утра до 10 вечера занимались. Мы занимались не от звонка до звонка, а от начала раскрытия проблемы до ее выяснения. Особенно, когда уже шел живой материал готовый, когда мы начинали смотреть отснятый материал, то это могло продолжаться просто изо дня в день, с утра до вечера, и причем это было действительно полезно и, ну, очень интересно. Мы занимались и дома у него, вот, и на киностудии, в кабинете. То есть, ну и сейчас лишь просто... бы была проблема, а уже решать ее было проще. Было где, было когда, было с кем. О том, как он работал, можно рассказывать бесконечно, неистово. Самым лучшим съемочным днем считал трудный день, самым лучшим фильмом там, где нервы, где стресс. Но при всей неуемной энергии характера, упрямстве, он не подавлял, не диктовал.
У него снимались такие прекрасные актеры, как Михаил Ульянов, Алексей Петренко, Геннадий Гарбук, Нина Русланова, Владимир Гостюхин. Действительно, какие прекрасные актеры и какие разные люди. Но никто из них не устоял перед обаянием Михаила Птушука. Он умел радоваться даже самому маленькому успеху, как большой ребенок. Умел радоваться успеху своему и успехам других. И это истина. Михаил Николаевич ведь утвердил наши курсовые работы за 4-й курс, и мы работали над дипломами с ним. То есть практически даже работая, вот сейчас мы все, кто в съемках, кто уже в монтаже своих курсовых работ за 4-й курс, мы практически постоянно с Михаилом Николаевичем, потому что, снимая ту или иную сцену, вот я там снимал в понедельник, допустим, а я обговаривал с Михаилом Николаевичем эту сцену, и, конечно, он всегда рядом со мной, я уверен, что и с другими ребятами происходит то же самое. В принципе, закономерность простая. Каждый режиссер, он знает, что он хочет сказать, у него должны быть темы, должны быть сценарии. Поэтому даже, скажем, на 3-м курсе мы разработали план, стратегию обучения до 5-го. То есть, и параллельно мы работаем над теми темами, которые будут интересны и после, значит, нашего окончания. Это очень большой плюс. То есть, ну, по крайней мере, я тоже не уверен, что кто-то так делал до нас. Обучаясь, скажем, на 3-м курсе уже планировать на будущее. То есть Михаил Николаевич всегда говорил, хороший режиссер должен иметь 10 сценариев. Да, вот я только хотел сказать, хороший режиссер должен иметь 10 сценариев. Вот, и работать с ними, не с одним. И еще его слова, то, что сценарии вам не должны приносить со стороны, там, с редактуры. Вы должны сами находить эти сценарии и добиваться того, чтобы снимать то, что действительно вы чувствуете, и то, что вам необходимо, а не то, что вам навязывают. Вот, это была его позиция, его режиссерская позиция по жизни. Мы были на 1-м курсе, мы только написали сценарий, и он отвез нас на декорацию «Момента истины». Вот. И что было очень интересно, это было не только уединение с природой и разговор на природе, тоже о кино. То есть мы не упускали момента говорить о кино. Но было интересно наблюдать за Михаилом Николаевичем, что он здесь отснял, но он еще вот живет вот на этой мизансцене. Что он еще собирается, как будто бы снимать. Вот он постоянно все это вот так вот, все ему... Он не мог просто иначе жить. То есть процесс съемок и производства был настолько длительным и настолько ответственным, что это не отсекалось так, чтобы вот снять и забыть. Превращалось в какие-то святыни кино, даже то место, где оно снималось. В моей памяти он остался таким, каким запомнил я его на записи одной из моих программ. Не дожидаясь официального закрытия международного фестиваля «Листопад», он приехал к нам в Троицкое. Ворвался шумный, большой, веселый, заполняя собой все окружающее пространство. С упоением рассказывал о планах, о новых проектах. Но в этом веселье и шуме просматривалась какая-то удивительная детская незащищенность, какая-то мягкость. Может, просто так показалось тогда. Он действительно запомнится разным людям разным. Одним для жены Лилии Михайловны Пташук и дочери Анжелы, внука Миши, другим для его учеников и друзей. Он действительно мог быть разным, как, впрочем, и мы. «Знак беды» одна из лучших его работ. Это уже он подходил вот здесь уже к какому-то своему пиковому, что ли, творческому, вот к пику.
Он был в очень хорошей форме. Очень хорошо ощущал материал, очень хорошо его ворочал как-то. И когда я один из первых, который он пригласил меня, я один сидел в зале, он показывал мне готовую картину. Много, в общем-то, было у него была некая такая боязнь, что ли, что картину будут сложно принимать. Так оно и случилось. В общем, и вот он мне показал картину, я говорю: Миша, я тебя поздравляю с колоссальным, с огромным успехом, я тебе гарантирую, что ты за эту картину получишь какой-то международный приз, потому что это просто фестивальная картина, мощная, сильная, с блистательной работой, актерским дуэтом Геннадий Гарбук и Нина Русланова. Как-то вот он умел вытянуть из артистов все, на что они способны. И здесь они достигли просто блистательных результатов. И он получил приз, главный приз на фестивале в Югославии в Сопоте. Фестиваль в Сопоте уже собирались называть именем Пташука. Что нам делали? Второй фильм Пташука и такой же грандиозный успех. А там и большой такой выбор картин, и американских, и английских, и европейских картин был большой выбор. На следующий год, на следующий раз получает, значит, опять картина Пташука. И вот они говорят: давайте мы сделаем фестиваль имени Пташука. Ну, сколько еще одну картину привезет, значит, еще точно получит. Миша, он умел делать кино потрясающе. Он был живой, своеобразный и, конечно, такие люди, в общем, такие и не часто появляются. Это художник и большой художник. Жаль, жаль, очень жаль, что так, в общем, произошло. Его будет не хватать и студии, будет не хватать и зрителю, и нам, его коллегам. Говорят, Господь Бог забирает рано к себе самых лучших. Может быть так. Ему было 59 лет, жить да жить, не судьба. Свою безвременную кончину он предчувствовал задолго до нее. Однажды на свадьбе у друзей сказал жене: «Я скоро умру». В прошлом году в Москве 26 апреля вечером он сел в машину белого цвета Mitsubishi. Владелица машины предложила подвезти его к гостинице. Машина оказалась на полосе встречного движения. Нелепая случайность, течение обстоятельства, рок — все может быть. И, может быть, там, за последней чертой, он увидел свой цветущий сад, как хотел. Он много успел сделать и многое не успел. Он много успел сказать и многое не сказал. Но сделал главное — прожил свою жизнь талантливо, прожил свою жизнь как человек, любивший, и как человек, которого любили. И сказал самые главные слова. Кстати, знаете, какое самое было у него любимое слово? Мотор. Все равно, где бы мы не причалили, к островам ли сиреневых птиц, к
скалам печалили. Не поднять нам устав. Христос